а в селі коровы там пасутся, а в селі там курочки несутся. Ідэя набыць унікальную надзіманую сцэну для творчых выездаў належыць Людміле Цалка. Актывістка выступае вядучае мерапрыемстваў раённага дома культуры, таму добра ведае патрэбы артыстаў і гледачоў. Пасля заканчэння школы рэгіянальнага развіцця яна выступіла з ініцыятывай прывесці свята на высокім узроўні нават у невялікія вёскі. Когда мы выезжаем куда-то на район, всегда становится как острый вопрос, что надо сцена. Была бы сцена, были бы стулья, было бы намного компактнее. И вот в прошлом году я проходила обучение в школе регионального развития и уже имела представление, как правильно составлять проект гражданской инициативы. Мы попробовали, назвали наш проект «Пой, душа, цвети, село». Как раз это относится к нашему району, что приезжая в каждый населенный пункт, действительно «Пой, душа, цвети, село». Ідэю Людмілы актыўна падтрымалі калегі і прапанавалі прыняць удзел у конкурсе, які сумесна праводзяць абласны савет дэпутатаў і абласная асацыяцыя мясцовых саветаў. Праект атрымаў перамогу і ўвайшоў у лік 33 лепшых грамадзянскіх ініцыятыў рэгіёна. На рэалізацыю спатрэбілася амаль 19 000 рублёў. 90% профінансавала дзяржава, астатняе сабралі самі жыхары. Органы районной власти в Наравлянском районе делают все возможное для того, чтобы обеспечить комфортные, благоприятные условия для жизни наших жителей во всех населенных пунктах, даже самых отдаленных и малочисленных. Мы стараемся, чтобы были рабочие места с достойной зарплатой, чтобы нормально работала наша социальная сфера, чтобы была нормальная современная инфраструктура и, конечно же, чтобы в жизни каждого человека было место для праздника. У нас проживают на территории сельского совета очень трудолюбивые, порядочные люди, и мы всегда рады благоустраивать нашу территорию, на которой расположены ФАПы, клубы, налажено торговое и транспортное обслуживание. Наша прекрасная деревня Конотоп расположена на берегу прекрасной реки Припять, славится большим количеством рыбаков. Я надеюсь, что мы и в дальнейшем будем жить и воплощать на территории нашего сельского совета, в том числе и в деревне Конотоп, гражданские инициативы. Першы мабільны канцэрт падарылі жыхарам маляўнічага Канатопа падчас святкавання Дня вёскі. Гаспадары і гости оценили зручнасць канцэртнай пляцоўкі под открытым небом. Все знают, что сельчане хорошо умеют работать, но не менее важно то, что они хорошо умеют и отдыхать, любят праздники, активно участвуют в их подготовке, проведении. Наши самодеятельные артисты с удовольствием ездят в другие деревни, с удовольствием выступают для своего населения. И благодаря реализованному проекту эти концерты станут еще ярче, еще интереснее. Нам приобрели сцену, очень это актуально. У нас в деревне проходят всякие праздники, создан свой коллектив. Мы очень благодарны всем, что вот помогли нам все. У нас деревня процветает, особенно летом. Много рыбаков, отдыхающих, и все это, все приходят в клуб. Праздничное настроение и такой замечательный повод. Мне нравятся все песни, особенно про Беларусь. У нас артисты хорошие. Как хорошо, что приехали в нашу деревню, выездная сцена, концерт. К нам приезжают сюда часто в клуб концерты, и мы часто слушаем, особенно бабулек, старого поколения. Они и частушки поют хорошие, и такие песни. У бліжэйшай будучыні праект дапоўніцца тэматычнай фотазонай і яркім рулапам. Іх ужо заказалі за кошт зэканомленых падчас рэалізацыі праекта сродкаў. Таксама ў планах набыццё зручных лавачак. Усё, каб людзі глядзелі выступленне любімых артыстаў з максімальным камфортам і ўсёй сям'ёй. Здесь в моей груди об отечестве. Олеся Федорцова, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель».